преддверии Дня защиты детей Международный фонд Save the Children опубликовал результаты исследования о правах ребенка, проведенного в 176 странах мира. В тройке лидеров оказались Сингапур, Швеция и Финляндия. Казахстан в этом списке занял 40-е место. В целом, по мнению экспертов, ситуация меняется к лучшему. В частности, в нашей стране в начале апреля глава государства подписал закон, призванный усовершенствовать механизмы защиты прав ребенка. Среди прочего, документ предусматривает создание центров поддержки детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, а также штрафы для медиков и учителей за недонесение о насилии над детьми. Здравствуйте, это проект «Особое мнение», я Кайыржан Смагулов. Итак, сегодня у меня в студии председатель Республиканской единой детско-юношеской организации «Жас Улан» Динара Садвакасова. Здравствуйте. Здравствуйте. Одно из предложений, которое прозвучало публично, вы его озвучили, вы предложили создать кодекс по правам детей. Ну, насколько я знаю, в тех или иных, так сказать, законах, уголовном кодексе и так далее предусматриваются разные статьи, которые так или иначе должны защищать права детей. Почему вы считаете, что нужен вообще отдельный документ и как он вообще должен работать? Кодекс – это, естественно, кодифицирующий акт, который в себя должен вбирать все нормы, которые так или менее касаются детей. Вот, к примеру, это предложение, которое я озвучила, на самом деле оно не новое. В прошлом году уполномоченный по правам ребенка, когда это была Балиева Загипайхенна, также выдвигала такую инициативу. А если брать наших соседей, то, к примеру, в Кыргызской республике есть кодекс о детях. В Грузии презентован кодекс о правах ребенка. То есть есть уже в международном праве такие прецеденты, которые работают успешно. И почему бы нам, как государству, которое всегда говорит, что молодежь и дети являются приоритетом для нашего государства, еще раз это не показать нам самим же и не показать мировому сообществу, что на самом деле детские проблемы имеют для нас в стране приоритет. К сожалению, когда у нас принимаются законы, вот именно компонент на предмет детства, он рассматривается не всегда. То есть мы принимаем законы в целом, да, вкупе. Ну, как бы мне кажется, когда будет создан подобный кодекс, мы будем даже при рассмотрении этих законов, когда мы их будем включать в кодекс, мы именно будем рассматривать на компонент детский. То есть у нас есть законы, есть подзаконные нормативные акты, которые входят в коллизию, противоречат друг другу. И вот создание такого унифицированного, кодифицированного акта, оно помогло бы это избежать. Я понимаю, но на ваш взгляд, вот, какая из составляющих защиты именно ребенка, прав ребенка, должна быть, ну вот, я не знаю, приоритетной, наиболее такой превалирующей? То есть защищать его права где? В семье, в школе, на улице, право на, я не знаю, образование, на получение каких-то знаний. Что именно? Защищать нужно все права параллельно. Защищать их нужно одинаково, поэтому и нужен такой кодекс. То есть, как вы сами отметили, закон об образовании защищает только право ребенка на образование. И то там приведены какие-то, к примеру, определенные категории. Допустим, дети-мигранты у нас в стране не имеют права на образование, если их родители не имеют постоянного вида жительства на территории Республики Казахстан. И это выявилось вот буквально, ну так скажем, год-два назад, когда в Алмате возникла такая проблема, когда начали проверять нормы, когда началась проверка Генпрокуратуры, порядка 500 детей, мигрантов были отчислены из школ. То есть создание кодекса, она поможет выявить все эти коллизии, все эти неровности в праве. А защищать права детей нужно везде, как в семье, как в школе, так и на улице. Я понимаю, но тем не менее, вот когда мы с вот такими вот юридическими инструментами, ну скажем так, начнем активно вмешиваться в дела, происходящие внутри семьи, ну не рискуем ли мы, скажем, столкнуть какие-то вот юридические акты с нашими, ну, скажем так, традициями, ментальностью и так далее. Вот смотрите, ЮНИСЕФ провело исследование, которое, значит, обнаружило, что каждый второй из троих опрошенных взрослых в Казахстане признал, что применял психологическое или физическое наказание по отношению к своему ребенку. Ну,
Это показывает исследование, что методы воздействия к ребенку в обществе считаются во всяком случае приемлемыми. Но если не нормой, то хотя бы понятный, так сказать, понятным механизмом. Если вы выстроите вот такие жесткие рамки в законе, будет ли этот закон реально соблюдаться? То, что предлагает ЮНИСЕФ, по их исследованию, даже шлепок или крик на ребенка уже считается видом насилия в отношении ребенка. Здесь я... Не перебор ли? Как родитель, как молодая мама, я, в принципе, здесь согласна, что это немного перебор, потому что иногда бывает, что греха таить, да, там, я не знаю, подзатыльник где-то дашь, где-то прикричишь и так далее. Мы это называем воспитанием. Да, мы это называем воспитанием, и при этом мы говорим, нас так воспитывали наши родители, ничего страшного, мы стали хорошими людьми. Но здесь вот как бы ЮНИСЕФ, да, и вообще ООН в целом считает, что это неприемлемо в отношении детей, и я думаю, их можно понять, они здесь апеллируют к тому, что мы воспитывались и жили в других условиях. Это, извините меня, было лет 30-40 назад, да. Сейчас, во-первых, открытое глобальное там интернет-пространство, да, дети могут черпать любую информацию. Во-вторых, сейчас и психологические рамки, и среда, в которой воспитываются дети, они уже немного другие. Вот, к примеру, сейчас дети, именно вот старшеклассники, да, подростки, они, как оказалось, из всей категории населения наиболее психологически неустойчивы. И поэтому любой крик, любой, я не знаю, подзатыльник может оказать на них какой-то негативное влияние. Поэтому здесь, конечно, очень спорный вопрос насчет того, как мы воспитываем своих детей, и насчет того, перебор ли это или нет. Но, тем не менее, я думаю, какую-то золотую середину найти стоит. И в отношении ЮНИСЕФ... То есть надо очень вдумчиво и внимательно этот вопрос. ЮНИСЕФ это просто рекомендации. Они просто провели исследования и рекомендуют нам, да, как государству, как участнику международного права, соблюдать вот такие-то рекомендации. Но это не значит, что если ЮНИСЕФ это порекомендовал, то мы это обязательно имплементируем в свой закон о защите прав детей, и он будет отражен в кодексе. И вот, кстати, об этом. Недавно ЮНИСЕФ совместно с Уполномоченным по правам человека, Уполномоченным по правам ребенка и Комитетом по охране прав детей провели информационную кампанию «Услышь, поговори, обними». Ее цель – дать молодым родителям и в целом обществу понимание того, что насильственные методы в вопросах воспитания и обучения детей недопустимы, а значит, подходы, нормы и установки в этом вопросе должны быть изменены. В частности, организаторы напомнили, что в Казахстане работают две национальные горячие линии для детей – 111 и 150. Вы, так сказать, упомянули старшеклассников, которые, так сказать, наиболее неустойчивы в психологическом плане. И сразу же на ум пришли те сообщения, та информация, которая вот в СМИ проходила, о том, что в школах дети издевались над другими детьми, избиения, все это снимали на телефоны, все это на самом деле очень страшно. И, может быть, я не прав, но, на мой взгляд, все-таки как-то раньше этого было меньше. Или все так же остается, и дети всегда остаются детьми, и всегда будут там друг друга бить и друг над другом издеваться? Я не знаю, насколько это было раньше, потому что в мое время, скажем так, да, когда я училась, возможно, этого было раньше, но тем не менее это имело место быть, просто этому не придавалось такой информационной общественной огласки, как это делается сейчас. Но я с вами согласна, что дети в наше время стали более жестокие, чем это, к примеру, были дети раньше. И вот сейчас в школах, да, распространились у нас такие понятия, как троллинг, буллинг, особенно вот учитывая то, что дети сейчас все в гаджетах, что для них там Инстаграм, я не знаю, ВКонтакте это их вторая жизнь, и там, когда имеют место такие случаи, когда под постами пишут негативные комментарии, на детях это на самом деле очень сильно психологически сказывается. И даже у нас были случаи суицидов, которые были совершены по причине именно вот такого кибертроллинга в социальных сетях, когда одни подростки плохо отзывались о других подростках именно в социальных сетях под постами.
Ну, я понимаю, но тем не менее, вызывающий наибольшее отторжение, ужас, вообще страх, это все-таки, мне кажется, не такое преследование в соцсетях, а вот именно те самые вот случаи избиения и так далее. Вот у меня есть цифра о том, что, значит, в 2017 году из общего количества лиц, совершавших преступления, да, порядка 46% приходилось на людей в возрасте от 14 до 29 лет. И есть еще одна цифра о том, что по данным Комитета по правовой статистике Генпрокуратуры, по сравнению с 2017 годом, в 2018, в прошлом году, был рост преступлений, совершенных несовершеннолетними. Это же с чем-то связано? Да. С чем? Ну, по моему мнению, дети, да, которые сейчас воспитываются в школе, это дети тех родителей, которые примерно 88-го, 89-го, 90-х, вот этого поколения, которые родились в то время, когда не было света, да, когда была разруха и так далее. И вот это вот поколение, их мы называем поколение Y. Вот, к примеру, я тоже отношусь к этому поколению. Они не получили должного воспитания ни от родителей, ни в школе, и поэтому, соответственно, они не могут сейчас передать это воспитание своим детям, которые уже относятся к поколению Z. И поэтому вот мы упустили целое поколение, целый пласт. Поколение вот это вот Y, которые родились в 90-е годы. И поэтому у нас сейчас возникают проблемы с поколением Z. Это первое. Второе, очень много у нас критики вообще в отношении воспитания, да, что утерян у нас институт воспитания, который у нас был, наш традиционный институт, который у нас был, да, в нашей казахской степи, когда обязательным, я не знаю, условием было уважение к старшим, да, это вот в первую очередь уважение к родителям, относиться к своим младшим братьям, сестренкам тоже с уважением. К сожалению, мы в последнее время это теряем. И вот здесь вот очень важная роль как раз-таки возрождения института семьи и вот именно усиления воспитательного компонента в школе. Я, может быть, сейчас обижу какие-то государственные органы, если скажу, что вообще у нас в государстве детские проблемы и проблемы именно воспитания детей, вот извините меня, они стоят на одном из, наверное, последних мест. Допустим, если взять Министерство образования и науки, мы там вводим какие-то новые обучающие программы, стандарты и так далее. Цифровизация. Да, цифровизация, английский язык и так далее, латиница. Но а где воспитание? Сократились у нас ставки вожатых, которые занимаются воспитанием детей в школах. Да? Сейчас у классных руководителей тоже это снимают, то есть что воспитанием в школе должны заниматься, по их мнению, родителей. Хорошо, а что теперь, какая ситуация с родителями? Они целый день на работе, да, до 6, встречаются вечером с детьми, за весь день, естественно, устали, они в телефоне, в гаджетах. Опять-таки же, заниматься воспитанием детей родителям тоже особо некогда. И поэтому мы получаем такое поколение, которое воспитывается само по себе и воспитывается на том, что оно видит в соцсетях и в интернете. И именно мое предложение о том, чтобы создать кодекс, это был такой, я не знаю, призыв или крик души обратить наконец-таки внимание государства на то, что детские проблемы у нас есть, и они не существуют. Вам не кажется, что есть, ну, скажем, какой-то вот гипертрофированный иногда материнский или там отцовский инстинкт, родительский инстинкт, стремление защитить своего ребенка, так сказать, любыми способами, вне зависимости от того, прав этот ребенок или нет. Я имею в виду, достаточно часто сталым явлением, родители приходят в школу и, так сказать, ну, извините за грубое выражение, начинают строить учителей, да, почему вы, так сказать, с моим ребенком так грубо, жестоко и так далее. А дети, на мой взгляд, все это впитывают, они это видят, и они, ну, своего рода, мне кажется, может, я не прав, поправьте меня, учатся, так сказать, безнаказанности и учатся смотреть на учителя сверху вниз, как ни парадоксально. Есть такое, я с вами согласна. Здесь опять-таки же палка о двух концах. Да? Вот, допустим, израильтяне говорят, что воспитывать ребенка нужно до 6 лет, как там, царя, как патша, да, как правителя, к примеру. У нас в Казахстане, в принципе, наша казахская традиция также говорит, что ребенка нужно воспитывать в таком в уважении духе. к старшему. Да, вот, в уважении к старшему. То есть, смотрите, когда мама приходит в школу и пытается всячески опечь ребенка, может быть, она пытается возместить то, что когда-то не получила она сама, что за нее когда-то так ее родители не заступались, из-за этого она чувствовала где-то себя ущемленной, поэтому она проявляет сейчас свою
гиперопеку над своим ребенком. Но, естественно, я считаю, что институт уважения к преподавателю, к педагогу у нас в Казахстане нужно возрождать, и как бы ребенок был неправ, при нем осуждать преподавателя, учителя, оскорблять его, ну как-то, я не знаю, разбираться с ним, это неприемлемо. Здесь как бы тоже палка о двух концах, но тем не менее это все можно выяснять не на глазах у ребенка. Ну, в любом случае, как результат, так сказать, подобных действий, наверное, те самые видеозаписи, опять же, которые мы видим в интернете, когда дети снимают, так сказать, свои издевательства уже над учителем, так сказать, и выкладывают потом в это в интернет. Но вот, скажем так, видимо, как обратная реакция по отношению к вот этим случаям кошмарным, когда, так сказать, мы видели видео избиений и так далее, прозвучало предложение, что, может быть, стоит ужесточить наказание для детей с точки зрения закона и изменить возраст, по которому наступает уголовная ответственность. Сейчас она происходит с 14 лет, может быть, стоит этот возрастной ценз, так сказать, еще немного опустить. Да. На ваш взгляд, это может сработать или нет? Я считаю, что это сработать не может. От того, что мы ужесточим меры и снизим возрастной ценз, от этого количество правонарушений не снизится. Нужно заниматься воспитанием, а не наказанием. Это мое мнение. Но с другой стороны, смотрите, ведь этот самый подросток, которому, ну, предположим, условно, там, 13 лет, они сейчас все достаточно такие смышленые, владеют нужной информацией. Он знает, что до достижения 14-летнего возраста он вообще никакой ответственности не несет. Если изменить, собственно, чем мотивируют, так сказать, те, кто предлагает это. Если изменить этот ценз возрастной, то, так сказать, под страхом наказания, может быть, они немножко придут в чувство и станут себя вести по-другому. Нет? Ну, допустим, снизим мы до 13 лет. Тогда, по вашей аналогии, 12-летние также будут думать: ой, у меня еще есть год, и мне ничего не будет. То есть мы не можем бесконечно снижать этот ценз, да, там, до 3 или до 4 лет. Поэтому, мне кажется, это абсурд. Мы должны, наоборот, защищать наших детей, а не ужесточать меры наказания им. И лучше все-таки усилять воспитательный компонент. Потому что дети — это дети. Если с ними говорить на их языке, им объяснять доступно, доходчиво, то, мне кажется, они поймут. У меня есть кое-какие данные по этому поводу. В среднем только Алматинский департамент полиции регистрирует за год около 200 преступлений, совершенных подростками. Для того, чтобы решать проблему более эффективно, местные инспекторы внедряют нововведения. Например, в школах установили так называемые ящики доверия. Любой ученик может оставить сообщение о правонарушении, даже анонимно. Кроме того, во всех учебных учреждениях города развешаны информационные плакаты, где указаны имена и телефоны инспекторов по делам несовершеннолетних. Не так давно депутаты, сенаторы во всяком случае, говорили о том, что необходимо, так сказать, реанимировать или более, так сказать, активно проводить работу по различного рода дворовым клубам, секциям и так далее. Их возрождать, реанимировать и снова запускать. Причем они должны быть бесплатными и так далее. Но в нынешних, ну, скажем так, рыночных условиях, как это может работать? Ну, в принципе, это работает. Дворовые клубы у нас есть везде. То есть проблема... А в регионах? И в регионах есть дворовые клубы. Вот только сегодня перед приходом к вам делала статистику, в каких регионах по Казахстану есть дворцы школьников, дома творчества, дома детского творчества. Их, в принципе, не так уж мало. Может быть, проблема в том, что, к примеру, если брать крупные города, население о них не осведомлено. В мелких городах может быть проблема того, что они не могут охватить весь контингент желающих. Но я думаю, как бы этот институт есть, просто его нужно усилять, как вы сказали, реанимировать, да, расширять, возможно. Увеличивать финансирование, например. Естественно. Хорошо. Вы затронули вопрос того, что необходимо придать некий правовой статус детско-юношеским организациям. Простите мне мое невежество, а сейчас как обстоят дела? Сейчас за 20
8 лет независимости у нас в Казахстане нет такого понятия, как детская организация. Вообще ни в одном законе, ни в одном нормативно-правовом акте. Есть у нас молодежные организации, да? Есть, допустим, неправительственные организации, некоммерческие организации, но детской организации такого термина у нас в законодательстве нет. А у нас есть, к примеру, наша детская организация, да, которая объединяет более 1,5 миллиона школьников. Есть ряд других детских организаций, которые работают с детьми, но они в правовом поле никак не закреплены, для них, их нет, скажем так, у нас в законодательстве. Еще один, нонсенс, так скажем, я хотела бы отметить. К примеру, до 18 лет по закону о правах ребенка считаются дети, да? Молодежь у нас считается с 14 до 29. Получается, вот этот возраст от 14 до 18, он относится и к детям. Такой двойной статус. Да, и к молодежи. И из-за этого здесь думают, что не будем с ними работать, они же относятся к молодежи, а здесь думают, это организованная молодежь, они же школьники. И поэтому вот это та самая категория подростки, да, которая сталкивается с психологическими изменениями, которая наиболее подвержена, так скажем, влиянием извне, вот она как раз таки страдает. Вот у нас есть, допустим, в Министерстве образования комитет охраны прав детей. В Министерстве общественного развития есть комитет по делам молодежи и семьи. То есть дети, так как относятся к семье, они, естественно, должны быть вроде бы в подведомстве этого комитета. Но в итоге комитет охраны прав детей занимается чисто защитой прав детей, комитет по делам молодежи и семьи занимается только молодежи, то есть с 14, а по факту с 18. И эта категория у нас получается, что выпадает. Что-то на ум приходит пословица «у 7 нянек дитя без глазу». Да, что-то такое. Хорошо, но в итоге, по факту, с практической точки зрения, какими все-таки могут быть и должны быть механизмы, я не знаю, государственные или общественные, которые все-таки вывели бы нас из вот этого тупика, который образовался в ситуации с нашими детьми? Я думаю, все-таки это должен быть один уполномоченный государственный орган. Либо это будет Министерство образования, либо это будет Министерство общественного развития, может быть, это будет новое министерство, которое будет заниматься чисто вопросами социализации детей, да, начиная от их рождения, как они пошли в детский сад, в школу, в вуз и так далее, пока они не создали семью. Я не знаю, это, наверное, должно решаться исходя из каких-то экономических, да, вопросов, из перспектив, но тем не менее я думаю, что уполномоченный орган должен быть один, и это бы помогло решить вопросы. И вот как раз таки создание этого кодекса, оно бы было предпосылкой к тому, чтобы все-таки у нас определились, кто же занимается этими вопросами, в чью компетенцию они входят. Тогда были бы понятны правила игры. Да. Напоследок. Просто мне жутко любопытно, ваша организация Жас Улан, когда я был в школе, мы были пионерами, носили красные галстуки, так сказать, мы знали, что пионер всегда готов и так далее. Нынешнее поколение, можно даже сказать, поколения, потому что дети все-таки, они очень разные, мне кажется, в разных возрастах. Что им все-таки близко, чего они хотят, чем они дышат, на ваш взгляд? Я имею в виду, все-таки у нас, глядя в будущее, надежда-то есть все-таки? Надежда есть. На самом деле дети у нас сейчас очень талантливые, они очень креативные, они очень смышленые. И иногда работа в общественной организации, на самом деле, это не очень легкая работа. И когда бывает сталкиваешься с рядом трудностей, думаешь, да ну его, все уйду, допустим, в бизнес. А когда ты работаешь с детьми, ты видишь их горящие глаза, ты видишь в них надежду, что ты понимаешь, что ты не можешь уйти, потому что, допустим, они в тебе нуждаются, а мы нуждаемся в них. Я очень верю в наше подрастающее поколение. Естественно, сравнивать прошлое, когда была пионерская организация, и сейчас проводить какую-то параллель невозможно, потому что условия другие, да, и политический строй сменился и так далее. Но, тем не менее, наши дети верят в идеалы, верят в государство, верят в свои силы, верят, что от их участия тоже в нашей стране что-то зависит. Ну что ж, на этой оптимистической ноте
мы с вами и завершим беседу. Напомню, что сегодня у меня в гостях была председатель Республиканской единой детской и юношеской организации «Жас Улан» Динара Садвакасова. Большое вам спасибо. И вам спасибо. Итак, это был проект «Особое мнение». Увидимся в следующем выпуске на телеканале Хабар 24. Всего доброго.